Добрый вечер. Вы смотрите программу «Якутия в деталях», проект «Мой доктор». С вами Иван Луцко. Рождение малыша не только самое радостное и долгожданное, но и очень волнительное событие в жизни родителей. И самый первый человек, с которым знакомится малыш, это врач-неонатолог. У нас в гостях врач-неонатолог и реаниматолог Прасковья Павлова. Добрый вечер, Прасковья Витальевна. Здравствуйте. Ну, давайте немножко о своей профессии. Все-таки она такая совмещенная несколько. И неонатолог, и реаниматолог. Вот что входит в ваши обязанности? Так, наши обязанности, как врач-неонатолог, существует разделение периодов. То есть перинатальный период — это до 28 суток. То есть врач-неонатолог непосредственно первый врач, который делает осмотр новорожденного в родильных залах, и в дальнейшем до выписки. И может быть такое то, что по какие-то болезни могут быть у детей, то есть и на втором этапе выхаживания, то есть дальнейшее наблюдение и лечение детей. Врач-анестезиолог, реаниматолог, как и неонатолог, у нас мы держим два специальности, потому что специфика работы, то есть очень узкая, во-первых, и мы должны все равно знать, что происходит с организмом только что родившегося ребенка. И мы должны знать особенности, и поэтому работа такая, скажем. А как действуете, когда, допустим, недоношенный малыш рождается где-то в районе? Так, у нас сейчас на данный момент есть 3 врача, которые вылетают, совместителем являются в медицине катастроф, то есть у нас есть основная работа, и совместительство, то есть когда сначала консультирует врач-акушер-гинеколог. У нас есть отделение дистанционно-консультативного центра при республиканской больнице номер 1. Проводит консультацию. Если женщина по каким-то причинам будет рожать в районе, то неонатолог, врач-неонатолог, либо педиатр районной больницы выходит на консультацию, то есть нас уже оповещает то, что будет определенный какой-то срок рождаться, недоношенный ребенок, и в дальнейшем мы тоже готовимся. То есть мы даем наставление, то есть врач-неонатолог должна подготовить оборудование, далее лекарственные препараты и на стабилизацию новорожденного. После рождения ребенка сразу врач, после стабилизации состояния, выходит к нам на консультацию, и в дальнейшем мы начинаем всю терапию, как проводить, Это инфузионная терапия, лекарственные препараты, респираторная терапия и налаживание, какие анализы, лабораторные исследования надо провести, инструментальные исследования тоже касаемо. А про работу все-таки медицины катастроф, про которую вы упомянули, кто входит в бригаду и когда принимается решение о вылете, допустим, в тот или иной район? Бывает, когда вылетает вся бригада, то есть анестезиолог, реаниматолог, акушерство и гинекологии, врач-акушер-гинеколог, врач анестезиолог, реаниматолог неонатального, и медицинская сестра. То есть большая бригада. Если непосредственно мы после прилета будем роды разрешать. Если ребенок уже родился, то есть непрерывный идет мониторинг и консультация с районной больницей, и по стабилизации состояния новорожденного транспортируется в медицинское учреждение 3-го уровня. То есть это республиканская больница номер 1, перинатальный центр, либо Якутская республиканская клиническая больница, тоже перинатальный центр. У нас 2 медицинских организаций, у которых имеется реанимация новорожденных. 3-й уровень. А что с собой берете, какое оборудование? Так, наше оборудование — это обязательно транспортный кувес, потому что дети недоношенные, они температуру тела не удерживают. Там имеется, задаем температуру внутри кувеса, сколько должно быть, с температурным датчиком, аппарат искусственной вентиляции легких, транспортный пульсоксиметр, шприц-насосы, потому что постоянно, непрерывно проводится инфузионная терапия.
А вот все-таки до отдаленных районов как добираетесь? Ну, вот сейчас. на данный момент у нас отдаленные районы — это на самолете. Если заречные районы, ну, в зависимости тоже от состояния ребенка. Если крайне тяжелый, да, очень тяжелый, то уже на вертолетах. Если стабильный, но все равно нуждается в медицинской помощи в учреждениях третьего уровня, то бывает и наземные. То есть это ближележащий Хангаласский район, возможно, Горный район, Намский район. Это уже наземно производится. А как используются новые технологии, например, телемедицина в принятии решений? Ага. Ну, мы проводим непрерывно телемедицинскую консультацию с районами республики. Если у нас в отделении рождается тяжелый ребенок, да, в зависимости от патологии, то есть врожденные пороки сердца, мы проводим телемедицинскую консультацию с федеральными центрами сердечно-сосудистой хирургии. Да. Ну, это город Новосибирск, Красноярск, Хабаровск, город Москва. Если ребенок с экстремально низкой массой тела, да, низкой массой тела, и либо другая патология, то уже мы проводим телемедицинскую консультацию с Национальным медицинским исследовательским центром имени академика Кулакова. То есть они могут к нам выйти онлайн, либо заочно тоже могут проявить. А вот в плане оборудования повседневного, да, не связанное с авиацией, что вы используете в работе? Тоже также обязательно кувес, мониторинг обязательно, да, проводится непрерывно, частота сердечных сокращений, артериальное давление, далее сатурация обязательно, и температуру тела, потому что маленькие дети, они не удерживают. А вот если так вспомнить самые интересные случаи из практики, все-таки они наверняка были и в санавиации, и в работе в республиканской больнице номер 1. Начнем сначала с экстремально низкой массы тела. Вот какого ребенка удалось выходить с какой массы тела и при каком сроке? Так, в этом году у нас был случай. Ребенок со сроком гестации 24 недели, с весом при рождении 350 грамм. Он уже выписанный, да, относительно по здоровью, как все хорошо. А он где родился? Он родился у нас в республиканской больнице номер 1, в медицинском учреждении третьего уровня. А вот по районам республики? По районам республики... Какое яркое воспоминание есть? Тоже такие маленькие сроки тоже в этом году были. 25 недель, да, с весом при рождении 600-700 граммов. Они тоже выходились. Сейчас проводится дальнейший летний период это был. Сейчас они наблюдаются и лечатся у нас в больнице. А бывали случаи, когда приходилось принимать роды в самолете? Нет. То есть обычно они или же там в центральной районной больнице? В районных больницах, либо уже после транспортировки проводится тут. А вот как-то какую-то связь проводили в зависимости от, как влияет полет на маму, на ребенка, или в принципе особо никакого влияния нет? Если беременная женщина, да, то уже в полете разговариваешь, успокаиваешь, да, как-никак все равно сама мама являешься, да, и понимаешь, что она в стрессовой ситуации, да, поэтому пытаешься положительные какие-то разговоры человека отвлечь. Новорожденные, конечно, все равно длительность пребывания в стационаре удлиняется, потому что, все равно перелет сказывается, и поэтому, конечно же, есть с чем сравнить, да, то есть по аппаратуре, да, то у нас в больницах второго уровня есть, вспомогательная вентиляция легких, да, то есть дети могли поступить так, да, на вспомогательной вентиляции, а там уже искусственная вентиляция проводится, и может быть то, что время периода, время лечения может удлиниться. А вот насколько важно помощь оказывать в первые минуты? Вот есть золотой час, как в терапии, например? Если, например, у нас в больнице
обязательно акушер-гинекологи совместные, если недоношенный ребенок планируется, да, на оперативные роды, то проводится профилактика респираторного дистресс-синдрома, да, далее проводятся консилиумы, и если ребенок с экстремально низкой массой тела, то есть готовится вот операционный блок, то есть там должна быть температура оптимальная, да, чтобы у ребенка гипотермии не было. Далее готовится бригада наша вот реанимационная, место готовится для новорожденного. Далее до начала операции нас зовут, и мы тоже готовимся к аппаратуру готовим. К принятию тяжелого недоношенного ребенка. А вот есть какие-то вот истории, наверное, ну, вдохновляющие, наверное, мам, не переживайте о том, что врач рядом, все пройдет хорошо и так далее. Вот кроме тех, что поделились, может быть, вот в нашей республиканской больнице номер 1, там тройни те же самые. Да, у нас очень много тройней было в 2021 году, в 2022 году. Да, мы, конечно, общаемся с родителями после выписки. Они уже бегают, прыгают, в садик ходят. Ну, это тоже, за ними наблюдаем, как сказать. С мамами общаемся, они отправляют видео, фотографии детей. И они ничем не отличаются от своих сверстников. А вот, может быть, была такая история, когда мамочка, там, допустим, очень сильно переживала за все это, да, потом все делала, потом приходила спустя год-два, там, благодарила? Они всегда приходят. Есть день недоношенного ребенка, да, 17 ноября ежегодно проводится у нас праздник проводится, собираемся и приглашаем детей, и они вот приходят к нам, мамы, дети, и для нас тоже это очень важно, потому что ты видишь труды свои, да, и мамы благодарные, родители благодарные тоже приходят. Так происходит. А вообще вот выживаемость детей при крайне низкой массе тела и ранних сроках какова у нас в Якутии и в целом по стране? Так, младенческая смертность по республике Саха-Якутия находится на уровне 3,6. А по Российской Федерации тоже на таком же уровне, но чуть выше. Выживаемость детей с экстремально низкой массой тела в предыдущие года было 50-60%. В этом году у нас 80%. То есть идет к почти все случаи. Это говорит об уровне развития медицины. А вот по поводу тех диагнозов, которые вы встречаете в первую очередь, вот что может быть у недоношенного ребенка? Первое — это крайняя незрелость. Во-вторых, у нас это синдром дыхательного расстройства у новорожденного. Да? Часто встречается врожденная пневмония, то есть они могут и конкурировать. Бывают проблемы с функционирующим артериальным протоком, то есть из-за незрелости он должен закрыться, но у них бывает то, что она функционирует долго. Бывает то, что вот этот функционирующий артериальный проток, по-другому это Баталов проток, закрываем медикаментозно. А вот там желтуха новорожденная? Да, желтуха, это тоже очень часто у нас проводится. Стоит ли ее бояться? Желтуха, если есть гемолитическая болезнь, если у мамы первая группа, а у ребенка вторая и третья, да, если мама резус отрицательная, резус отрицательная группа крови, не группа крови, а резус отрицательная, то тогда, да, может быть. Опускают ли родители в реанимацию новорожденных? Да, у нас ограничений нету. Бывает то, что мамы спрашивают, да, у нас кроме мам, мамы всегда приходят в назначенное время, да, и извне папа приходит на свидание с детьми. Проводится контакт кожа к коже. Там бывают родители, в этот раз бывает то, что вот папа пришел, и, бывает то, что папы больше хотят, чем мамы, да, у нас папа приходит. В обмороке не падает, нормально? Нет, все хорошо. А вот сколько времени недоношенные дети проводят в стационаре?
В зависимости от срока гестации. Ну, вот в среднем. Ну, в среднем, если это экстремальная низкая масса тела, может быть до 3-4 месяцев. А вообще какие рекомендации вы даете родителям, когда выписываете детей? Ну, обязательно перед выпиской дети новорожденные получают вакцинации, да, если состояние удовлетворительное, если нету медицинских отводов, да, гепатит В. Далее у нас еще проводится профилактика респираторно-синцитиального вируса детям, родившимся с НМТ и ОНМТ, и кроме этого с врожденными пороками сердца. Далее они после выписки наблюдаются у участкового педиатра и проводится наблюдение детей в отделении катамнеза. То есть там есть, тоже календарь, да, когда вот они должны подходить на осмотр, да, есть сроки, когда им нужно вот какие обследования проходить. А вот есть такая информация о том, что недоношенным малышам, которые в кювезе, вяжут какие-то специальные игрушки. Правда ли? Да, это правда. Есть всероссийский фонд, называется он «28 петель». У нас в Якутии тоже есть, да, кроме осьминожек, они еще вяжут одежду для малышей, носочки, шапочки и одеялки теплые, да, вот всегда они приходят, ко дню недоношенных, да, перед Новым годом, и тесно контактируем с ними. А по поводу грудного вскармливания, возможно оно ли, если ребенок недоношен? Да, это возможно. В родзалах либо во время операции проводится сцеживание молозива, без никаких ограничений после стабилизации состояния вводится защечно капли молозива. Далее у нас есть консультанты по грудному вскармливанию, есть банк грудного молока, да, то есть это очень у нас приветствуется. И каждые 3 часа вот мама цеживается, приносит молозиво, далее цеженное грудное молоко. И в дальнейшем есть процент большой, когда дети выписываются на грудном вскармливании. А вот вообще скрининги, которые проводятся во время беременности, сколько они эффективны, чтобы в последующем не получить проблем при беременности? Это очень важно, потому что в этих исследованиях, да, можно исключить врожденные пороки развития, да. Далее маршрутизация определяется, можно ли женщине рожать в районах, или требуется обязательная транспортировка, да, госпитализация на 3-м уровне. Есть у нас мониторинг беременных по всей Республике Саха-Якутия. Еженедельно они докладывают, да, и дают рекомендации по лечению, обследованию беременных женщин. И исходя от этого женщины поступают, прилетают, приезжают в город Якутск рожать, да. Конечно, бывают случаи, когда женщина рожает и в районах. Спасибо большое, Прасковья Витальевна, что сегодня нашли время, к нам подошли, ответили на все вопросы исчерпывающе. Хочется пожелать вам успеха в вашей нелегкой работе, чтобы процент выхаживаемости всех детей был 100, все они выживали благодаря вашим рукам и работе вашей команды. Я напомню, что у нас сегодня в студии была врач-неонатолог, реаниматолог Прасковья Витальевна Павлова, которая работает в республиканской больнице номер 1 в Национальном центре медицины, а также она является членом бригады Республиканского центра медицины катастроф и выезжает как раз-таки в труднодоступные наши районы, где помогает женщинам и их родившимся детям в сложной ситуации. На этом выпуск программы «Якутия в деталях. Мой доктор» подошел к концу. Желаю вам всего самого доброго. Меня зовут Иван Луцкан. Смотрите нас по будням в 19:15. Мы рассказываем о том, чем живет здравоохранение Якутии в деталях. Всего вам доброго. До свидания.
Добрый вечер. Вы смотрите программу «Якутия в деталях», проект «Мой доктор». С вами Иван Луцкан. В студии телеканала «Якутия-24» врач-эпидемиолог Якутской республиканской клинической больницы Мария Третьякова. И вместе с нашей гостьей сегодня мы поговорим о том, как происходит борьба с болезнями на уровне общества, что влияет на их распространение, и узнаем, какие задачи стоят перед современными эпидемиологами. Предлагаю погрузиться в увлекательный мир борьбы с инфекциями и узнать о том, как сохранить здоровье в постоянно меняющемся в мире. Мария Максимовна, первый вопрос, наверное, общий. Мы его всегда задаем нашим гостям. Он связан с тем, чем вообще в целом занимается врач-эпидемиолог. Врач-эпидемиолог – это специалист с высшим медицинским образованием, который окончил программу специалитета по медико-профилактическому делу и постдипломную подготовку в интернатуре или ординатуре по эпидемиологии. Врач-эпидемиолог прежде всего изначально готовился для службы в государственной госсанэпиднадзоре, то есть для Роспотребнадзора. Однако сейчас почти в каждой медицинской организации существует врач-эпидемиолог госпитальный. Мы занимаемся, первая основная главенствующая функция – это профилактика инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи. И все остальные уже задачи исходят из нее. Мы оказываем методическую помощь, контрольно-надзорную в целях обеспечения санитарного благополучия среды для наших пациентов и для медицинского персонала. Какие методы, инструменты сейчас используются в современной эпидемиологии, с учетом того, что все-таки ваша больница достаточно крупная и в ней происходят постоянно разные потоковые движения пациентов, и есть инфекционное отделение. Понятно, что там без современных методов никуда не обойтись. Основной метод в эпидемиологии – это когортные исследования, то есть наблюдение за определенным кругом лиц, когортой. В нашем случае это все наши пациенты, которые обращаются к нам в медорганизацию за медицинской помощью. Не только в стационар, но и в поликлинику. Учитывая то, что наш стационар является многопрофильным, на 561 круглосуточную койку и 3 амбулатории, у нас постоянный риск заноса инфекций. Путем изучения когорты лиц мы определяем круг факторов, которые могут вызвать инфекционное заболевание. И учитывая эти риски, разрабатываем комплекс мероприятий, чтобы это не произошло. Если же все-таки инфекционное заболевание занесено в нашу организацию, мы должны немедленно вмешаться в эпидпроцесс для того, чтобы не произошло очаговой заболеваемости и не заболели уже другие здоровые пациенты. А используете ли вы моделирование в своей работе? Например, предполагаем, что вот здесь будет такая-то инфекция, что необходимо сделать и какие риски, например? Сейчас у нас идет риск-ориентированный подход. То есть мы должны определить круг рисков, которые могут привести к инфекционному заболеванию. Получается, если мы будем подселять к одному пациенту, который лежит уже 10 дней, нового пациента, существует риск, что пациент, который лежит дольше, заболеет какой-нибудь инфекцией, которую может принести новый пациент. Разумеется, зная этот риск, мы не будем так поступать. И суть эпидемиологии в том, чтобы эти риски не допустить. Иногда бывает, как раз для понимания пациентов, что они говорят, я хочу там в такую-то палату, чтобы у меня были такие-то условия, а это невозможно именно по противоэпидемическим мероприятиям, для того, чтобы не было распространения инфекции внутри больницы. И под каждого уже палату не подготовишь. А какие вызовы сегодня стоят перед эпидемиологами? Все-таки у нас был ковид, достаточно такой долгий период, когда мы и адаптировались, и узнавали, и внедряли что-то новое. Сейчас какой есть риск? Кроме новых инфекций, такие как новая коронавирусная инфекция, у нас есть риски того, что есть риск возникновения и роста вакциноуправляемых инфекций, такие как, например, корь. Существует большая программа по всему миру элиминации кори, однако корь регистрировалась и в нашем городе, все пациенты лечились в нашей больнице. Кроме вакциноуправляемых инфекций, существует риск намеренного заноса инфекционных заболеваний в связи с тем, что у нас геополитическая ситуация достаточно напряженная по всему миру. Это могут быть и заносы холеры, натуральной оспы, которая ликвидирована, малярии. Кроме того, население очень активно путешествует, и за рубежом регистрируются инфекционные заболевания, не характерные для Российской Федерации. И мы тоже к этому постоянно должны быть готовы. А что делается для того, чтобы обеспечить профилактику заболеваний?
Ну, прежде всего, профилактика – это ответственность каждого из нас. Мы должны сами заботиться о своем здоровье и о здоровье своей семьи. По данным Всемирной организации здравоохранения, 60% приходится на образ жизни. То есть то, как вы питаетесь, вредные привычки и вообще как вы живете, от этого зависит и продолжительность вашей жизни, и качество вашей жизни. Профилактика – это ежегодные медицинские осмотры, это вакцинация согласно национальному календарю профилактических прививок. И существует еще у нас в республике республиканский календарь профилактических прививок для эндемичных районов. Вот сейчас как раз у нас идет сезон клещевого энцефалита. Люди начинают выезжать на пикники, часто они не вакцинируются с осени, и возникает риск присасывания клеща, что вызывает нейроинфекции. А вот междисциплинарное сотрудничество между врачами других специальностей эпидемиологов каким образом происходит? Очень важно, чтобы врач-эпидемиолог взаимодействовал со всеми клиницистами. Тут важно понимать, что врач-эпидемиолог не общается с пациентами напрямую и не занимается лечением болезней. Мы контактируем с врачами-лечебниками, и очень важно, чтобы у вас была хорошая связка, такая триада. Это врач-эпидемиолог, врач-микробиолог и врач-клинический фармаколог. Так как все инфекции связаны с оказанием медицинской помощи, в чем их основная беда? В том, что это антибиотикорезистентность вырабатывается. Здесь без клинического бактериолога и фармаколога никак не обойтись. Мы работаем в связке. Ну а вот с учетом того, что у вас многопрофильная больница, и для каждого отделения все равно есть своя специфика. Да, там инфекционная, там пульмонологическая, ревматологическая. Перинатальный центр. Перинатальный центр особенно, да, где связано с... Да, и у нас есть 4 реанимации. Тут важно еще то, что есть общая реанимация, для нее характерна своя среда. Детская реанимация, реанимация акушерства. И вот это изобилие нозологий, конечно, это довольно сложно, и мы должны всегда держать ухо востро. Для этого нам помогает, кстати, есть программа очень хорошая, называется AMR Cloud. То есть в толще там 34 структурных подразделения мы можем узнать, в каком отделении какая характерна среда, какие анализы высеваются, какие локусы основные. То есть если в пульмонологии мы берем мокроту на бак-анализ, то, разумеется, это не нужно делать в перинатальном центре, там другие анализы. Это очень такой междисциплинарный большой подход. И вот что вот вы заметили, исходя из этих анализов? Какие-то изменения есть вот за последние годы? Может быть, сменился там, тренд в пользу одних возбудителей, наоборот, их стало больше, и антибиотикорезистентность к ним, наоборот, повышается из-за того, что часто люди постоянно любят заниматься самолечением? Или все остается как раньше? Нет, ежегодно все чаще и чаще мы замечаем антибиотикорезистентность. Причем это не только у людей пожилого возраста, которые посещают много медицинских организаций, это бывает и у детей. И, разумеется, это прежде всего связано с тем, что пациенты часто занимаются самолечением и необоснованным применением антибиотиков. Либо они принимают их не курсовым методом, то есть не допивают, ваши бактерии адаптируются к этому, и в следующий раз эти антибиотики уже работать не будут. А какие новые направления, новые технологии применяются в эпидемиологии за последние годы? В эпидемиологии, основная наша такая палочка-выручалочка – это бактериологическая лаборатория и современное оборудование. Сейчас у нас существует метод масс-спектрометрии, когда мы можем уже через 2 часа дать ответ клиницисту, идет рост какой-то бактерии или анализ чистый. После уже того, как мы идентифицировали возбудителя, мы можем уже проводить геномное секвенирование и узнать, отделить один золотистый стафилококк от другого. Возбудитель тот же самый или нет. То есть геномная структура, генная инженерия, это все очень сильно помогает в нашей работе. А какие сложности или вызовы, возможно, возникают перед эпидемиологами в современном этапе? Интерпретации данных? До ковидное время основной сложностью было то, что врач-эпидемиолог госпитальный воспринимался как врач-эпидемиолог службы. Это было такое негативное контрольно-надзорное лицо. Но годы пандемии нас всех очень сплотили,
И сейчас клиницисты обращаются к нам, мы вместе решаем проблемы. Ну, первое и самое главное мы уже прошли. Это такой коммуникативный аспект. А дальше сейчас уже работа идет довольно хорошо, продуктивно. Но вот а какая роль тогда эпидемиологов в проведении массовых мероприятий профилактических, например, вакцинация? Ключевая. Врач-эпидемиолог издает два очень важных документа. Это программа производственного контроля и программа противоэпидемических мероприятий на год. Для инфекционных заболеваний существует сезонность. И, например, вот на примере ОРВИ и гриппа. У нас сезон начинается с сентября и по апрель, но готовиться к нему мы начинаем уже в августе. Начинается кампания по вакцинации. Мы должны вакцинировать 95% населения. И здесь тоже, что важно, вот эти 5% заложены на тех людей, которые вакцинацию пройти не могут. То есть вакцинироваться должны все, особенно лица из группы риска. Это пожилые, дети, беременные и люди с хроническими заболеваниями. Ну и вот на примере вакцинальной кампании против гриппа, если мы привьем 95% населения, то эпидсезон до апреля месяца включительно пройдет достаточно спокойно. Так как у нас не достигаются часто эти прослойки популяционного иммунитета, у нас бывают и вспышки, накладываются и карантинные мероприятия чаще в образовательных учреждениях. В общем, эпидемиолог участвует во всех этих вакцинальных кампаниях. Вот по поводу вакцинации, ведь мы много слышим слов о том, что ой, зачем эта вакцинация, к чему она приведет, нам это не нужно. Вот вы как эпидемиолог, что можете сказать по поводу, почему она все-таки нужна? И как убедить людей, чтобы они ставили вакцину? Ну, вакцинация, безусловно, крайне важна. Это многолетние исследования, и мы видим эффект от вакцинации. Частые летальные исходы от того же гриппа у невакцинированных людей. Разумеется, вакцинация не дает стопроцентной гарантии, это не волшебная пилюля, что вы вакцинировались и не заболеете. Вы заболеете, возможно, ну вот если вы на меня чихнете, конечно, я заражусь, но я это могу переболеть так, что я даже не замечу. У меня будет насморк, там головная боль, и все. Не будет лихорадки 38 и выше, не будет ломоты, не будет осложнений, самое главное. Ни пневмонии, ни менингитов, там, энцефалитов. Вакцинация прежде всего направлена на предотвращение тяжелых последствий. И вакцинация — это не только вы защищаете себя, вы защищаете популяцию людей вокруг себя, то есть ваших бабушек, ваших дедушек. Возможно, у кого-то из ваших родственников есть там аллергия на куриный белок. Но не могут они вакцинироваться. Зато вы будете уверены в том, что вы не принесете грипп домой и не заразите вот такого невакцинированного человека. А вообще, как сейчас ситуация с заболеваемостью ОРВИ и гриппом за последние годы? Ну, за последние годы, после ковида, уже все возвращается к своей сезонной динамической заболеваемости. То есть когда организованные коллективы организуются, то есть с сентября месяца детские сады, школы, вузы, у нас идет закономерный рост. Плюс отопительный сезон, закрытые помещения, тепло, влажно, маленькие помещения. Конечно же, к Новому году у нас идет пик заболеваемости. А потом он немножко спадает, и вторая волна начинается у нас февраль-март. Вот так вот. А в чем есть особенность при ликвидации эпидемии гриппа ОРВИ, в отличие от других инфекционных заболеваний? Ну, здесь тоже важно понимать, что грипп — это все-таки ОРВИ. Но принято его выделять в отдельную группу, так как он несет за собой тяжелые последствия. Профилактика гриппа и ОРВИ заключается прежде всего и в ликвидации очагов в том, что это воздушно-капельная инфекция, и она распространяется максимально быстро. Если другие, например, кишечные инфекции, где путь другой, фекально-оральный, там какие-нибудь кожные заболевания, где путь контактный, риск заразиться меньше, то при воздушно-капельных инфекциях риск заразиться стремится к 100% в ограниченных помещениях. То есть вы можете зайти по пути на работу в автобус, вот вам риск, зайти в магазин, второй риск. Вы можете находиться в одном помещении в офисе с коллегой чихающим, третий риск. И
И вот именно поэтому для воздушно-капельных инфекций крайне важно вакцинироваться и соблюдать стандартные меры гигиены, которые нас всех очень научил ковид. Это гигиена рук обязательно, потому что часто контактным способом мы себе почесали нос и принесли возбудитель. Это социальная дистанция, это ношение масок. Особенно крайне важно носить маски для людей, которые сами уже имеют симптомы. А вот есть концепция так называемых эпидемиологических войн. Вот вы как к ней относитесь вообще? Существует ли такая теория в принципе? Теория И возможно ли это? существует. Отношусь я к ней крайне негативно. Это как-то антигуманно и даже, я бы сказала, подло. Потому что граждане мирные могут заболеть инфекцией, которые там, особо опасны той же инфекции. Просто из побуждений каких-то политических войн. Они достаточно запустить там холерный вибрион в водопровод, ну и все. Все мы будем болеть холерой. А это особо опасная инфекция. Ну, вот сейчас вот как раз о холере были новости, что то там в начале года, то там, то с Индии кто-то привез и так далее. Вот насколько риск того, что холера появится в Якутске этим летом, существует? У нас открылось авиасообщение с Индией. Сейчас летают, я знаю, настолько через Китай. Риск такой есть, потому что проводят различные ритуалы омовения. Люди, конечно же, перед поездкой осведомлены о том, что нужно пить бутилированную воду, купаться в каких-то очищенных водоемах, то есть в бассейнах, не купаться в реке Ганг. Но, тем не менее, риск того, что где-нибудь помоют какой-нибудь фрукт на рынке, и они его сразу съедят, остается высоким. И для этого имеется настороженность. Управление Роспотребнадзора как раз вот в апреле, 25 апреля, проводили масштабные учения с участием всех служб. Участвовал и аэропорт города Якутска, вот Роспотребнадзор, ФБУС, ну и наша больница, потому что мы являемся инфекционным стационаром города Якутска. Ну вот как врач-эпидемиолог, какие вы могли бы дать советы вообще в целом телезрителям, чтобы они себя поберегли в части своего здоровья и чтобы не было распространения массовой инфекции? Как врач-эпидемиолог, нашему населению я крайне рекомендую ежегодно проходить медицинские осмотры, потому что в веренице дел, работа, дом, там, детский сад, мы часто забываем о себе, мы часто игнорируем первые симптомы заболеваний, и в нашей стране функционируют очень хорошие национальные проекты. Диспансеризация, вы можете пройти вакцинацию бесплатно, согласно календарю. Нужно заниматься самообразованием, но обязательно из надежных источников, потому что 21 век, интернет, очень много информации, и часто там бывает не совсем достоверно. Мракобесие. Поэтому Министерство здравоохранения в каждом почти медицинском учреждении организовало отделы медицинской профилактики. Если трудно попасть, допустим, к врачу-терапевту, к врачу-педиатру, вы можете со своими вопросами подойти в отдел медицинской профилактики и задать их, и получить компетентный, правильный ответ по профилактике и инфекционных, и неинфекционных заболеваний. Ну а самое главное, мойте руки перед едой. После маску. туалета, после прихода на работу, домой. И тогда меньше риск будет возникновения инфекционных заболеваний. Да. Спасибо большое за то, что вы подошли к нам сегодня в студию. Я хочу напомнить, что у нас в гостях была врач-эпидемиолог Якутской республиканской клинической больницы Мария Максимовна Третьякова. И мы вместе с ней говорили о том, как происходит борьба с болезнями на разных уровнях в медицинской организации, как проводить профилактику этих заболеваний. Ну а самое главное, чтобы вы, дорогие друзья, берегли свое здоровье, заботьтесь о нем, в том числе и самостоятельно. Ведь никто за вас не помоет ваши руки, никто за вас не пройдет диспансеризацию или периодический медицинский осмотр. Это все в ваших руках, как мы говорим, ваше здоровье. На этом выпуск программы «Якутия в деталях. Мой доктор» подошел к концу. Благодарю за интересную и полезную беседу. Меня зовут Иван Луцкан. Смотрите нас по будням в 19:15. Рассказываем о том, чем живет здравоохранение Республики Саха-Якутия. Все в деталях. Не болейте. До свидания.